Глава региона Владимир Уйба записал видеообращение для жителей республики. Добрый день, уважаемые жители республики. Несмотря на то, что на улице еще снег, но республика активно готовится к пожароопасному сезону, к летнему пожароопасному сезону. Сегодня расскажу именно о том, как мы это делаем и какие предпринимаем действия и решения. Итак, на днях я утвердил сводный план тушения лесных пожаров на 2022 год, которым предусмотрено мероприятие, а также перечень сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований. Документ разработан на основе плана тушения лесных пожаров на территории 32 лесничеств Республики Коми. 3 особо охраняемые природные территории федерального значения, Кировское лесничество Минобороны и 7 муниципальных лесничеств. План согласован Департаментом лесного хозяйства по СЗФО, авиалесоохраной и Федеральным агентством лесного хозяйства. Общая группировка сил и средств в республике составляет 1122 человека и 607 единиц техники. Сейчас идет подготовка парашютистов-десантников и парашютистов пожарных. Завершены тренировочные прыжки с парашютом, и в ближайшее время начнутся спуски на спусковых устройствах с вертолета Ми-8. Пожароопасный период будет проводиться авиапатрулирование, это, пожалуй, основной метод наблюдения за лесными массивами. Для этого привлечено 8 легкомоторных самолетов, а для доставки сил и средств будут использоваться 2 самолета Ан-2 и 5 вертолетов Ми-8. Кроме того, мониторинг лесного фонда будет осуществляться с помощью информационных систем и 27 видеокамер. Площадь покрытия этими системами составляет почти 2 миллиона гектар. Еще одна тема сегодняшнего видеообращения – это оказание бесплатной юридической помощи. В нашей республике достаточно широкий перечень лиц, имеющих право на получение такой помощи, помимо малоимущих граждан, детей-сирот, ветеранов и других категорий граждан, определенных федеральным законодательством, в Республике Коми бесплатную юридическую помощь могут получать пенсионеры, многодетные родители, одинокие родители, ветераны труда и другие категории, которые мы дополнили законом Республики Коми. Федеральным законодательством установлен также перечень случаев оказания бесплатной юридической помощи. Например, это признание права на жилое помещение, предоставление жилого помещения по договору социального найма, предоставление мер социальной поддержки. И законом Республики Коми этот перечень также расширен. К примеру, в нашем регионе бесплатная юридическая помощь оказывается по вопросам установления факта нахождения на иждивении, наследования недвижимого имущества. В феврале 2022 года в действующий закон республики о бесплатной юридической помощи внесены изменения, которые вступят в силу с 1 июля этого года. Эти изменения устанавливают дополнительные гарантии на получение бесплатной юридической помощи в республике. Например, граждане могут обратиться за бесплатной юридической помощью по вопросам переселения из районов Крайнего Севера, отказа гражданина в бесплатной приватизации жилых помещений, по вопросам, связанных с расселением многоквартирных домов, что для нас очень актуально, которые признаны аварийными либо подлежат сносу. И кроме того, в декабре прошлого года за счет средств федерального бюджета мы приобрели специальный автомобиль. Он представляет из себя мобильный пункт такой консультативной юридической помощи, и он может обеспечить доступность бесплатной юридической помощи для жителей отдаленных районов Республики Коми. По эпидобстановке. За сутки мы опять чуть выросли, вот эти качели так и продолжаются у нас. Вы знаете, что вчера у нас был 101 случай заболевания, сегодня это 118. По распределению заболевших это в основном города, Сыктывкар и Ухта, и 2 района, где тоже высокий уровень заболеваемости, это Печорский район и Усть-Илимский район. Я хочу обратить внимание на том, что мы все-таки, несмотря на то, что вот такие качели по количеству заболевших, мы продолжаем сокращать койки. То есть все-таки госпитальных больных у нас уровень снижается очень хорошо.
Ну, например, мы полностью сократили все койки в госпитале ветеранов. И после того, как он будет отмыт и будут сданы все необходимые исследования, госпиталь перейдет уже к плановой работе. Это будет в ближайшие дни. По коечному фонду у нас развернуто 618 коек, занято 363 койки. Вот мы планомерно койки сокращаем, вчера было 392. Что еще хочу сказать, опять же, о вопросах вакцинации. Вот я вам говорю уже несколько месяцев, у нас умирают, к сожалению, невакцинированные, 100% невакцинированные люди. Вот сегодня опять 2 человека умерло от ковида, это люди не вакцинированы. Поэтому если у вас, одно из основных противоречий, которое может стать предметом для обсуждения, вакцинироваться или нет, это уровень антител по системе БАО-МЛ. Это сегодня принято уровень от 200 до 240 БАО. МЛ – это уровень достаточный для защиты человека от нового заражения. Если же уровень антител ниже этого значения, то однозначно нужно вакцинироваться. Для этого у нас все есть, и вакцина, и открытые кабинеты, поэтому, пожалуйста, нужно сделать уровень антител, анализ, и дальше уже руководствоваться тем, что я сказал. Уважаемые жители республики, на сегодняшний день это вся информация. Берегите друг друга, будьте здоровы, до следующей встречи.